пришли в этот мир, чтобы раскрыться, найти свой путь в жизни, воспитать детей и подарить миру то, что мы можем. Кто-то строит мосты, кто-то пишет картины. Вот вы знаете, как цветок. Ранней весной он раскрывается, и мы радуемся, он нам дарит улыбку. В этом и есть, наверное, наша суть. Красота природная и рукотворная. От многообразия цветов может закружиться голова. Ароматы лилии, жимолости и гортензии разливаются по всему саду Фатимы Албогачиевой. Свое детище она очень любит и ухаживает за ним трепетно. Поэтому и решила представить его на конкурсе «Фестиваль цветов». Первая волна, она уже ушла, а вторая волна будет где-то в конце августа. Здесь тоже у меня водоем. Тоже нимфеи, ирисы, сосна горная, пузыроплотник. Очень большое количество барбарисов у меня на участке. Нежно-фиолетовые цветы лаванды. Из них женщина собирает ароматные букеты и дарит знакомым. Рисовать в пространстве словно художник. Только вместо красок и кисти – растения, камни и вода. Этот пруд сделал супруг Фатимы. На все ушло около 2 недель. Уникальный сад, в котором главное – идея и гармония. Мы его чистим, естественно. У нас там стоят фильтры. Здесь у меня живут рыбки, кои, нимфеи. Жалко, вот они уже отцветают, и вот сейчас вечер, они закрылись. Ирисы у меня цветут, там у меня лес небольшой, как бы ландыши у меня, они тоже, к сожалению, отцвели, это они цветут в мае. Нескучный сад, любовь к растениям у женщины с детства. Помнит даже, как на карманные деньги покупала комнатные цветы. А сейчас в зрелом возрасте ландшафтные идеи она воплощает уже на своем участке. Здесь и декоративный мостик, и необычный колодец. Его тоже создавал мой супруг. Обклеил его таким декоративным камнем. Там у нас вода, так как летом бывают часто перебои. Вот. А эти вот все антикварные кувшинчики, они подарены другом моего супруга, вот, как память. Фатима преподает в школе, и этот сад ее отдушина. Женщина даже поставила кормушки для птиц, куда регулярно подкидывает семечки и пшеницу. Рано утром она приходит сюда, чтобы обрезать лишнее, полить и подкормить своих зеленых подопечных. А уже вечером здесь отдыхает после насыщенного дня. Нет предела совершенству. Сад – это не результат, это постоянный процесс, конечно. Приходится работать, но это все не в удовольствие. Просто живем на селе, и в сельской местности других развлечений нет. Ну и все, мне это нравится. Туи, можжевельники и сосны. Фатима постаралась, чтобы даже зимой здесь было так же ярко и зелено, как летом. Поэтому в саду обилие хвойных. Это у меня канадские ели-конники. Они у меня 2 цветов. Они были совсем малюсенькие. Вот за 4 года они выросли вот так вот. Требуется какой-то? Я их ранней весной опрыскиваю от вредителей и в течение лета подкармливаю, немножко опрыскиваю. Фестиваль цветов, конкурс, инициированный Махмудом Али Калиматовым, только набирает обороты. Первый этап стартовал 22 июня и завершится 20 июля. Условия данной программы такие же, как и по подаче документов по определению личного подсобного хозяйства. На сегодняшний день уже администрация города Назрань поступило уже 3 анкеты, мы приняли. Призовой фонд конкурса 1 миллион рублей. Победитель получит 300 тысяч, за второе место полагается 200 тысяч, а за третье 150 тысяч рублей. Для остальных 7 призеров предусмотрено вознаграждение в 50 тысяч рублей. Тамара Хшагульгова, Сулейман Костоев, Новости 24.